Дорогие друзья, каждая хозяйка мечтает быть суперхозяйкой. И в числе ее умений, конечно же, шитье. Сегодня почти в каждой квартире имеется швейная машинка. Кому-то она досталась на свадьбу как подарок, кому-то она досталась от бабушки, допустим, в наследство, ну а кто-то приобрел вот совершенно недавно, ну как я, допустим. Я начинающая швея, и мне, конечно же, хотелось бы узнать тонкости, как же, с чего же начинается шитье, обыкновенное шитье, которое, в общем-то, необходимо в любом доме. Это начиная от, допустим, вот оторвалась у вас пуговичка, или там нужно подшить мужу брюки, штанины, которые длинные, допустим, или на рубашке как-то немножко сделать что-то, подшить рукава. То есть все эти умения любая хозяйка, ну, в принципе, наверное, идеальная хозяйка должна уметь это делать с легкостью. Ну что, сегодня мы в гостях у швеи с большим стажем, у блогера. Это наша, ну, скажем, гостья, вернее, мы у нее в гостях. Я ее представляю, Мария Тейлор в Инстаграме, ну а в миру Мария Габышева. Здравствуйте. Здравствуйте. С чего начинается любое шитье? С конструирования. Нет, скорее всего, с приема мерок и выбора ткани, потом конструирование и далее, конечно, уже шитье. Мария, сегодня что мы будем шить? Свитшот. Свитшот. Давайте немножко я расскажу про этот свитшот. Что это вообще за одежда? Это одежда считается уличной, а многие думают, что ее нам подарила, ну, небезызвестная Кардашьян. На самом деле вовсе никакая не Кардашьян, а Бенджамин Рассел еще в 20 веке, в 20-х годах. И первый свитшот он шил для своего сына, а потом и для его друзей, которые играли в футбол. Это хлопчатобумажная одежда из хлопка, и обязательный атрибут в этой одежде – треугольник, который впитывает всю влагу во время вот активного занятия, ну, физическая такая нагрузка большая при футболе. Вот. И вот свитшот именно идет вот оттуда, история создания первого свитшота. Ну, а сейчас это очень удобная одежда, которая нравится многим, и сегодня мы будем шить именно какого вида свитшот, потому что видов вот этой удобной одежды великое множество сегодня. Так, мы будем шить сегодня свитшот. Ну, немного видоизменен, потому что классический свитшот уже немножко поднадоел, да. Мне хочется, чтобы свитшот был сегодня модельный. Да, он какой-то необычный. У нас декольте. Но кто-то, между прочим, из политиков против декольте, но мы за. Накладной карман, немного удлиненные рукава. Попробуем повторить этот свитшот. Ой, ну, мне кажется, это очень сложно. Для начинающего это насколько сложно? Для начинающего это совершенно не сложно. Вообще, я бы хотела посоветовать всем, кто сейчас смотрит этот канал, да, то есть взять ручку и тетрадь и переписать все мерки и формулы, о которых я сегодня буду рассказывать. Да? Что нам нужно знать? Мерка СГ3. Мерка СГ3 это что означает полуобхват груди третьей, но мы сегодня называть ее будем как размер. Мерка СГ3 принимается вокруг туловища строго параллельно полу через выступающие точки грудных желез. Но многие не имеют сантиметровой ленты дома, то есть нету. Возможно, есть швейная машина, но нету сантиметровой ленты. Поэтому мерку СГ3 мы сегодня будем называть просто R. Мерка СГ3 определяет всего лишь размер. То есть, если вокруг туловища через выступающие точки грудных желез у нас 100, мы можем считать, что у нас 50 размер. И если же 88, значит 44 размер. То есть мы делим напополам? Пополам. Так, ну поехали. То есть нам нужно всего лишь знать, какой размер одежды мы носим сейчас. И, допустим, я ношу 46 размер. Мой манекен 50 размера. Я буду шить... как хорошо. Это самый популярный размер я буду шить после новогодних праздников, наверное, у многих. Так, ну давайте. Что нам еще нужно знать? Для того, чтобы сшить данный свитшот, нам нужны всего лишь две мерки. Это длина свитшота до обтачки. Длина изделия. Да, длина изделия.
Ну, некоторые не понимают же. И всего лишь длина рукава. Ну, то есть какой длины мы хотим. Можно? Да, конечно. Мы будем у меня снимать Да. размер рукава. Давайте так. Вот так. То есть Допустим, вот в полусгибе. да. Где у нас плечо заканчивается, начинается рука, через локоть, ну и запястье. 61 сантиметр, да? Ну, наверное, стандартно, да? 60-61 это стандарт. Вообще у нас от 56 начинается стандарты, да? Допустим, у меня руки 57 сантиметров, у кого-то может 56. У вас 61, ну длинный, подлиннее. Ну, что ли. какие Давайте я руки-то длинные. еще раз перемерим. Слегка вот так и чуть-чуть. Сильно не сгибаем рукава. Так. А нет, 59. 59 сантиметров. И длина свитшота, допустим, мы начнем от плеча Ну, допустим, я начну Через 50 грудь. размер как раз. и докуда мы хотим. Допустим, вот до сюда. Пусть будет 60 сантиметров. Так? Хорошо. Длина изделия 60. Рукава 59, длина изделия 60, длина свитшот. А ширина? Ширину определяет наш размер. А, понятно. Так, для того, чтобы сшить этот свитшот, я выбрала ткань. Это трикотаж. А Плательный. Это тонкий трикотаж, это не плательный, просто легкий тонкий трикотаж. Ой, он у нас какой-то с люрексом. Это будет, наверное, Здесь какой-то для 90% торжественных вискозы выходов. и 10% люрексов. Это очень хорошая, удобная ткань. Кстати, на мне такая же. Это дышащий. Да, Легкий. дышит. Все очень хорошо, она свободная, легкая. И из нее, конечно же, можно И сшить очень нарядная. любой свитшот. За Да счет мы вот сейчас этих худишь. блесток. Просто худи. Это же карманы. То есть худи от свитшота отличается чем? Капюшон, А, карманы, она более свободная и объемная. Так, ладно, поехали. Что нужно сделать? Подготовьте, значит, карандаш, линейка, калькулятор и поехали. Так, и вот эта бумага, как она называется? масштабная бумага. Продается в любом книжном А, магазине. В любых канцтоварах, магазинах ткани. Значит, первая точка А0 во всех плечевых изделиях. Исходная точка называется точкой А0. И она занимает верхний левый угол. Понятно. Допустим, поставила здесь точку А0. Вообще по этому методу может сконструировать свитшот любой начинающий, даже если вообще ни разу никогда не шил. Так, что мы делаем? Подготовлю свои формулы. Первая формула. Можно, да? Из точки А0 мы отступаем вправо размер, деленное пополам, и плюс 2 сантиметра. То есть, если у меня 50 размер, я делю пополам, 25 и плюс 2 сантиметра, получаем 27 сантиметров. Просто отступаю вправо, так? Так. И проводим здесь горизонтальную линию, ставим точку А малой. Следующая формула. Из точки А0 мы отступаем вниз длину изделия и ставим точку М. У нас длина изделия 60 Я забыла. сантиметров. 60. Так, это 50. И мне надо еще 10. Ставим здесь точка Н. Мы получаем прямоугольник. Так. И соединяем точку А. И там какая-то еще одна будет точка, да? Ну, точка N1, допустим. Поехали. Так, дальше. Следующая формула – это горловина. Из точки А0 мы находим точку А1, и она равна мерка СШ, деленная на 3, и плюс 0,5. Здесь я могу сказать своим девочкам, которые никогда ни разу не конструировали, просто лучше всего прибегнуть к нормам. Здесь, как можно сказать, что у каждого размера есть норма, да? Можно прибегнуть к простым нормам, да? То есть, допустим, у размеров 40-42 мерка СШ равна 34 сантиметра. У тех, у кого мерка 44 или 46, равна 36 сантиметров. Вообще норма СШ
от 34 до 44 сантиметров. Как эта мерка принимается? Это яремная выемка, основание шеи, шейная кость и замыкается снова на яремной выемке. Но я не буду сейчас учить тем, кто вообще ни разу не шил и не принимал мерки, как эту мерку принять. Да? Просто зная свой размер. Если у вас размер, допустим, 50, то мерка СШ будет равна 38 сантиметров. Вот и все. Значит, что мы делаем? Из точки А0 мы отступаем по таблице 6,8 сантиметров. Ставим точку А1. Следующая формула звучит так. Из точки А1 мы находим точку А2. Вниз для мерки, для размеров 50, 2 сантиметра и 2 миллиметра. То есть мы уже все эти формулы уже отработали. У нас уже есть горловина спинки. Далее что мы делаем? Проводим дугу в правую сторону. Из точки А1 мы находим точку П. Так, ширина плеча, да, она равна ширина плеча. Ширина плеча также тоже в норме от 12 до 14. Допустим, у всех женщин почти 13 сантиметров. Ширина плеча равна 13 сантиметров. Самое маленькое плечо это 12, самое широкое плечо у женщин 14 сантиметров. Я же могу сказать, что почти у всех женщин ширина плеча равна 13 сантиметров, если я не вижу человека. Допустим, я шью удаленно, значит, я могу решить, что в норме это будет 13 сантиметров. Просто проводим дугу. И от горизонтали мы отступаем 3 или 4 сантиметра. Тут тоже норма. В основном плечевой скос у женщин и у мужчин и у детей равен 3-4 сантиметрам. Это от горизонтали. Здесь у нас 3 и 4 сантиметра. У всех взрослых людей плечевой скос равен 4. И у всех детей равен 4. Я сделаю 4 сантиметра. Вот она, точка P1, то есть конечная точка плечевого шва. Через нее, из точки А1 через точку P1 просто проводим прямую линию, у нас уже есть плечевой скос. Так, 4, немножко вот так вот. Так, горловину дооформим. 6,8, значит 7,8. 7,8 это с учетом шва, да? У нас свитшот будет основываться на одном детали. То есть на одной спинке у нас появляется и спинка деталь, да, и деталь как полочка. То есть и передняя часть, и задняя часть одежды у нас на одной выкройке. Одинаковая. Одинаково. Ну, то есть вот в этом-то и простота, да? Отличие только лишь в горловине. Как найти глубину горловины полочки? Это ширина и плюс 1 сантиметр. Теперь нам нужно уточнить, насколько глубже, ниже упадет наше плечо. То есть у нас немножко по модели приспущено плечо. Так? Из конечной точки плеча докуда, насколько мы опускаем ее. То есть, если я хочу, допустим, я решила, измерила, тут у меня сколько? 12 сантиметров. Так? Значит, из точки P1, то есть конечная точка плеча, я отступаю всего лишь 12 сантиметров. Вот она. И восстанавливаю прямой угол. Здесь необходим прямой угол, то есть 90 градусов. И просто плавно перехожу
на вертикальную линию. Мгм. И у нас таким образом получается спущенное плечо. Да? Спущенное плечо. Все очень Это просто. что касается полочки со спинкой. Теперь перейдем на рукава. Рукав также на отдельной бумаге делается, да? На отдельной бумаге, да. Нам нужно... Ну, мы говорили, что рукав, руки у кого-то, вот у меня, допустим, 50, 59, да? То есть на длину моей руки будет свитшот. Ой. Длина рукава у вас 59 сантиметров. Так, для этого нам нужно отрезать свою выкройку цвета. В общем, на каждое изделие нужно обязательно создавать выкройку. Оригинальную, да? У меня на каждое изделие, на каждого заказчика своя выкройка, Ну конечно. да, конечно. Мы же все разные. Ну. Более-менее оригинальные выкройки я сохраняю, а остальные вот эти вот, они уже одноразовые. А вы помните свое первое изделие? Да. Когда вы начали шить? Самое первое мое изделие, это было мне лет 13. И я шила ее для своей сестры. Это была маечка трикотажная, я ее шила на зигзаге. Все. Это самое мое первое изделие. Следующее мое изделие, это было уже юбка, но уже в присутствии преподавателя. Потом пальто, ну уже все пошло-поехало. То есть вы уже, когда были ребенком, уже шили даже пальто? Ну, пальто, когда шила, я уже была студенткой. Ага. А когда майку шила, конечно, я была ребенок. Сама как-то умудрилась. Ну да, то есть у вас опыт-то очень такой, скажем, солидный в шитье. С 10 лет все промышленные машинки я уже знала. Потому что моя мама шила, она работала в ателье «Силуэт», и мне приходилось... Помогать где-то маме, да, наблюдать за ее работой. Ну да, подрабатывать. Так, что мы делаем для того, чтобы построить рукав? Те, кто еще ни разу не конструировал. Есть, конечно, формулы для этого, но мы не будем выводить сейчас формулы. Ну, вообще, надо сказать, что для шитья, для конструирования нужно очень хорошо дружить с математикой, да, потому что нужно много считать. Угу. Совсем немного. Запасная моя формула. Мы находим уровень груди вот по этой формуле, когда мы размер делим на 3 и прибавить должны 5 сантиметров. Допустим, наш размер 50, делим на 3, прибавим 5, получили 21,6. То есть уровень груди из точки А0 21 сантиметров и 6 миллиметров. Это здесь. Теперь мы измерим расстояние. Вот видите, где мы отступили, да? Вот наше плечо, конечная точка плечевого шва, и насколько мы ниже опустили. Если мы опускаем плечо, значит мы и рукав должны опустить ниже. Из верхней точки, из точки О2, вершина окат рукава, мы опускаем окат рукава также еще ниже, насколько мы опустили. Нам же пока неизвестно. Проще сделать как? Нашли мы уровень груди, то есть там, где у нас подмышки, и это расстояние измерили. У меня здесь ровно 5 сантиметров и 3 миллиметра. Можно будет отнять, если нам не нравится много посадки на рукаве, можно всего лишь отнять из верхней вершины окат рукава примерно 1 или 1,5 сантиметра. У меня тут 5 сантиметров.
Многовато будет, нет? М? Многовато, нормально 5 сантиметров. 5, это нормально. Вот она. Теперь из этой точки, скажем, у меня точка О2 и точка О1. Это линия, ширина рукава, да? Здесь мы что делаем? Также наш размер, 50 размер, делим на 3 и прибавить должны 3 сантиметра. Где-то у меня, тут я 5, от 3, здесь я 5 записала, потому что хотелось бы пошире рукав, да? В норме, конечно, 3, а так можно прибавить еще больше. Ну, давайте прибавим 50 делим на 3 плюс 5. 21,6. Чем больше мы прибавляем, тем шире рукав. Сколько мы решили сделать? 20. Ну, чуть-чуть шире, чем... Ну да, это свитшот ведь, да? То Пусть свободнее будет, свободная да. одежда, удобная, которая позволяет двигаться как-то, да. Да. Не сковывает движение. Так, теперь нам нужно определить длину рукава, да? У нас было 59. 59. 12 сантиметров мы уже отложили здесь, вот То на есть этом месте. это нужно вычесть, да? Угу. 12, 59. Вот здесь. Так. Ну и ширина рукава внизу. Здесь мы можем просто представить, какой ширины мы хотели бы иметь. Допустим. Ну, допустим, вот. Такой. Вот так вот, да? Да, 26. 26. Неплохо. Делим пополам, получаем 13 сантиметров. Вот так вот махнула рукавом, Да. оттуда вылетели Чуть пошире. лебеди. Так. Вот уже почти скелет рукава есть. А кат рукава делим пополам, то есть на начале пополам я разделила, получается, на 4 равные части. Все сделала на глаз. Я поделила ее на верхнюю часть окат рукава и нижняя часть окат рукава. На нижней части окат рукава опускаю перпендикуляр вниз 0,5. На верхней части окат рукава поднимаю перпендикуляр до 1,5 сантиметров. Вот. Все делаю на глаз. Самое главное, чтобы здесь от этого изгиба у меня был восстановлен прямой угол. Ну и потом далее. О, Вот такой вот. нужно хорошо рисовать, наверное, да? Да нет, я не художник. И- Так, ну почти все же. Выкройка готова почти. Да. Если его не объяснять и не рассказывать, и при этом не волноваться, получается намного быстрее. Ну да. Ну, поскольку мы показываем нашим телезрительницам, Да. начинающим швеям, все тонкости, ну, на первый раз можно всегда пользоваться формулами. А потом, видимо, уже в процессе, когда ты увлечешься уже этим делом, да, то есть можно уже и понять, почему именно так. Почему именно такие цифры. Вот какой Это рукав. самые простые цифры, самые простые формулы. Выкройка готова. Ого. Есть спинка, полочка. Но мы должны перенести их на кальку. И только потом уже на ткань. Потому что у нас полочка со спинкой немножко отличается только лишь горловины. Да? Мария, вот мы сейчас уже перенесли наше изделие, нашу выкройку с бумаги на кальку. Что мы делаем дальше? Мы должны проверить вот эту вот линию. То есть мы соединили две выкройки, полочку со спинкой. То есть это перед, это линиями зад. плеча вместе, да? То есть все должно совпасть. Да. Не то, что совпасть, а мы смотрим вот на эту линию проймы. Здесь никаких перекосов не должно быть, никакого треугольника или никакого тупого угла. Иначе здесь
будет у вас треугольник или же тупой угол, вот так. Понятно. Нам нужно, чтобы здесь плавный переход был, да? Нам нужен карандаш и немного его Подрезать, да? подрезать. Мгм. Здесь же мы должны представить, насколько будет глубже наша горловина и шире. Если мы смотрим Мгм. вот эту вот модель, То есть, да, у нас ведь спущенный как бы рукав, да? Нет, не рукав, а что это? Спущенная горловина. немножко, да, шире горловина. Мы должны представить, насколько она будет ниже находиться и насколько она будет шире находиться. То есть мы уже знаем точки наши. Это яремная выемка, основание шеи, шейная кость, конечная точка плечевого шва. Мгм. Или же внешняя точка плечевого шва. Мы должны- Еремная — это вот то, что посерединочке, вот здесь вот, да? Да, между двумя косточками, вот тут. Понятно. Мы должны просто представить, от яремной выемки, да, насколько ниже, от основания шеи, насколько шире. Да, Просто- чтобы был у нас эффект вот спущенного плеча. Ага. То есть я могу его зарисовать как угодно. Обычный свитшот – это обычно как? От шейной кости мы отступаем 3 сантиметра, от яремной или можем оставить, или же опустить до 2 сантиметров. От основания шеи мы опускаем, отступаем примерно 2 сантиметра. Мгм. Это обычный свитшот, широкая горловина. Мы же можем зарисовать его, представить его глубокую со стороны полочки или же со стороны спинки. И на данный момент я вот думаю, скорее всего, Ну, одинаково будет со стороны спинки и со стороны полочки передней. так, чтобы она держала, сильно у конца плеча не находилась. Или можно еще шире. Это как бы лодочка получается, Да, да? удочка. Просто представьте, как это должно выглядеть в готовом виде. Да. Или же, как можно поступить, да? Сначала соединить все детали, и только потом на манекене, представив, одев на себя, да, уже можно подрезать. Ну что, дорогие домохозяйки, дорогие девушки, мы с вами познакомились с основами построения выкройки свитшота. Это очень простая одежда, очень удобная одежда. И сегодня мы сконструировали именно свитшот, который можно носить как дома, ну и, в общем-то, даже, может быть, и в театр, потому что ткань, которую мы выбрали, она немножко такая нарядная, с люрексом. Вот. Ну и на следующем уроке мы уже сошьем готовое изделие. Так что оставайтесь с нами.